Главной причиной катастрофы 1917 года, постигшей Россию, стал духовный кризис русского общества. И сегодня мы должны понять, что преодоление его последствий лежит исключительно на пути духовного обновления и восстановления исторической справедливости. И вот я хотел бы в заключение сказать, что уже вот с места звучали призывы к тому, чтобы наша конференция, она могла бы сформулировать некие практические рекомендации, я не знаю, обращенные к властям ли, да? Потому что иначе, наверное, нет большого смысла от того, что мы здесь собрались, обменялись мнениями, потому что мы вот по этим позициям, как мне кажется, стопроцентно совпадаем. Вот. Но чтобы создать еще один некий вот такой общественный, да, очаг, да, вот, мнения по поводу сегодняшней ситуации, я думаю, что вот такая практическая рекомендация вот, и по установлению памятного знака, например, потому что действительно на всех домах не установишь плит, да, иначе все дома бы покрыты были этими плитами. А вот действительно памятный знак, музей, да, в соответствующем помещении. Ну и я вот уже как-то в интервью, да, по-моему, вашем, да, говорил о том, что, конечно, главным памятником для этих людей было бы как раз то, чтобы мы сняли, наконец, вот эти имена тех террористов и преступников, которые, собственно говоря, и уничтожали нашу страну, наши святыни. Вот. И я думаю, что это был бы лучшим для них подарок, по крайней мере, их памяти. Вот. Поэтому я еще раз благодарю всех за внимание, за вот такое искреннее соучастие, да, вот, в нашем деле. И надеюсь, что наша встреча – это еще одна ступень, вот все-таки восстановление здравого смысла, справедливости, да, в жизни нашего общества. Спасибо. Дмитрий Алексеевич, да. Вот, останьтесь, пожалуйста. Мы после конференции еще вот решим по поводу возможного документа. В принципе, сейчас информационное общество и интервью, и конференции, видео в интернете, я думаю, сейчас это уже является на самом информацией. деле, да, люди сейчас даже более предпочитают что-то посмотреть, но, с другой стороны, и вот такое некое общее мероприятие, да, с присутствием молодежи, потому что все-таки наше главное, смысл, да, апеллировать все-таки к сознанию современного молодого человека, хотя в большинстве своем эти люди, что самое, мне кажется, более ужасное, да, индифферентны. Вот, все равно, да, на какой-нибудь, кому там памятник, да, там хоть Чикатило поставить, да, то есть, это же абсурд. И это большая духовная, как я повторяю, болезнь. И вот по поводу этой же, по поводу этой безответственности, как вы говорите, молодежь, у нас не только молодежь, у нас все общество безответственно. А что у нас видим среди людей зрелого возраста или пожилого, что все прям так хотят увековечить память или хотят наказать, как сказать, осудить преступников, мы все отстраняемся. Всех возрастов. Мы привыкли, да, мы вот с этим родились, нас это вот устраивает. Но это как все равно, что я говорю, вот что в бардаке, да, и вот устраивает человек, ему сложно вводить порядок. И вот вопрос к вам. Вот вы озвучили цифру, что как минимум около 1000 человек до 2017 года террористами было расстреляно. В основном это были из партии эсеров, да, наверное? Как я имел в виду, вы имеете в виду кого? Инициаторов? Чиновников расстреливали, взрывали по всей стране. Нет только эсеры, нет, почему? Анархисты, возможно, там. Здесь и большевики активно принимали участие, эсеры. Ну, в основном, вот анархисты, большевики, эсеры. Почему в Мордовии, зная это, жители Мордовии на выборах учительного собрания, наверное, больше 90% проголосовали за эту террористическую организацию? Ну, вы знаете, 80, да? ведь часто не говорил, что вот именно СССР, так сказать, совершил этот террористический акт, да? Но все знали, что СССР. Многие были просто не осведомлены об этом. Что да? Какие-то оппозиционеры. Мы часто и сегодня не знаем, кто там депутат у нас идет, да? Потом выясняется. А зачем проголосовали люди за партии, которая брала на себя ответственность, в том числе право крыло партии? Это общая такая ситуация, как мне кажется, такого духовного помрачения, да, вот некий соблазн, вот, в который были люди поставлены в самой ситуации. Да. А какая ситуация? Добровольный выбор, голосуй за кого хочешь. И граждане 80% в Мордовии говорят, мы за террористов будем, нам будет лучше. Террористы, которые предлагали очень легкий способ решения всех их проблем, да?
грабь, награбленное, да, вот, то есть вот такие вот лозунги, которые большевики в этом смысле очень умело вели агитацию, да, очень четко, вот СМС-сообщения буквально, да, вот можно учиться в современных условиях такого рода посылам, что ли, для того, чтобы мобилизовывать массы, понимаете, это такой вопрос. Кто вопрос задаст? Да, можно вопрос? Да, Владимир Кузьмич Абрам. Андрей Алексеевич, вот вы озвучили число 20 тысяч террористических актов. Но ведь это каждый акт, за каждым актом стоит человек. А что такое совершить террористический акт? Бросить бомбу или подойти там, из Нагана куда-то выстрелить, это значит прелюдия при других. То есть он сам себя тоже ставит под угрозу. Его убьют, его посадят и так далее. И вот такое откуда массовое явление? Вот как вы считаете, ни с того ни с сего ведь, ну, могли они, конечно, агитаторы, агитировать за это дело, но заставить человека пойти и свою жизнь подвергать опасности, это очень сложно. Тем более, что 80% населения было неграмотным, газет не читало, ничего. И в то же время такое массовое явление. Может быть, все-таки руководство страны и сам царь Николай Александрович, он тоже где-то вот допускал какие-то ошибки. Руководство страны что-то не то делало, что он довело народ до такого состояния. Можно сказать, что всегда руководство страны делает что-то не так, потому что всегда есть недовольные. Да? В любой стране, я просто хочу сказать, что в России не было той ситуации, которая бы вот именно такой способ решения проблем предлагала бы, да? Потому что не было катастрофичного какого-то положения, ничего подобного. То есть многие страны находились в гораздо более сложной ситуации. Здесь имеет смысл все-таки рассматривать вот эту тему комплексно, что ли, да, потому что Россия находилась действительно под серьезным ударом и извне, и изнутри. И правительству того же Николая II пришлось очень сложное. То есть это была ситуация, которая не знала предшествующей истории нашей страны. Поэтому здесь, как бы, ну, вы тоже хороший специалист, да, в истории, вы знаете, что на тот момент очень многие были заинтересованы, чтобы выбить Россию из того динамичного состояния, в котором она находилась в начале 20-го столетия. Потому что по там, темпам экономического роста, по экономическому развитию в целом, да, Россия очень прогрессивно шла вперед. Да. Многие программы, которые в последующем приписывали себе большевики, это программы царского правительства, да, которые просто были, так сказать, восприняты. Да. Но и научные школы все советские, они из дореволюционного времени. Что те же большевики, они четко формулировали уже в начале, даже в конце 19 века, цель на уничтожение царской семьи, да, на совершение революции, развязывание террора, поэтому все силы были брошены на это. Вот, чтобы, так сказать, ввязать, да, Россию в тот же мировой конфликт. Поэтому вот на фоне всего этого, это одна из первых, на самом деле, цветных революций. Вот если мы так посмотрим, да, вот мы сейчас имеем опыт многих уже подобного рода явлений. Вот Россия стала первой такой жертвой, и тот же еврейский капитал Америки, да, не будем забывать, тоже Шиф открыто говорил, что Николай II является конечным врагом. Поэтому огромные средства извне были направлены на то, чтобы эту ситуацию создать. Ну а люди, которые осуществляли конкретные террористические акты, ну, и сегодня можно найти немало людей, придать романтизму этому, да. Это же не значит, что все 20 тысяч совершали разные люди, да. Некоторые по много раз участвовали в террористических актах. Как сегодня формирует талиб, так сказать, набирает себе Талибан, например, участников, да, тоже путем пропаганды, путем покупки, да, то есть средства выделяются на это серьезное. Так что в этом смысле практика отработана. Просто в России это, может быть, была одна из первых таких практик, на самом деле. Я хочу сказать, что те сложности, которые в жизни, повторяю, любой страны могут быть, они не носили катастрофического какого-то состояния. Нет, конечно. То есть мы могли это спокойно все преодолеть. А видите, целенаправленно убивались наиболее стойкие, наиболее дееспособные, то есть из администрации, на кого можно было опереться. Одних министров внутренних дел, только сколько, посмотрите, было. Все-таки слабость Николая II, как я не считаю, что это слабость. При том, что были, конечно, какие-то допущены и ошибки. С вашей точки зрения слышно, Дмитрий Алексеевич, аргументация. Да. Мы тут не сойдемся. Дмитрий Алексеевич, дополните или спасибо. Я просто говорю, что я не идеализирую той ситуации, но мы должны понимать,
Да, царское правительство совершало возможные ошибки, да, я не исключаю. Но в тех условиях, очень таких экстремальных, да, то, как государь вел этот корабль, ну, это очень достойно, я хочу сказать. Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Виктор Борисович, но перед тем, как вы зададите вопрос, хочу сказать, что известны цифры по расстрелам, Инна Ивановна, извините, пожалуйста, по расстрелам, которые делала вот, Российская империя там за столетия, там какие-то или сотни Ну вот по людей. 19 веку, я сейчас боюсь ошибиться, но это порядка 394 человек. То есть террористы убивали недавно- тысячи людей, а власть, которую сейчас уже, конечно, язык не поворачивается по сравнению с тем террором, называть, что она была репрессивной. Хотя тоже, конечно, она там и политические заключенные были массовые и так далее. Но если вот так власть реагировала, получается, может, наоборот, Владимир Кузьмич, кто-то сделает вывод, что нужно было, значит, больше расстреливать эсеров и большевиков. Но это опять А вот там- вот этим сталинистским... Да, но это тоже неправильно. Это мера должна Потому что быть. сейчас как раз вот такие призывы и раздаются. Потому что почему нельзя расстреливать? Потому что известный процент, когда расстреливают невиновных. И из одного возможного невиновного нельзя расстреливать ни одного. И поэтому получается вот такой нестандартная ситуация и беспрецедентная, и движение, оно было модное, еще ошибочность его не была признана, поэтому, может быть, действительно невозможно было не пройти этот этап ужаса, страха и прихода к Конечно, власти сейчас уже террористов. задним числом оцениваем. Тем более, если народ действительно говорил, Мы обладаем давайте этим. террористов, лишь бы не царь, давайте террористов, 10 тысяч расстрелянных, давайте во власть, идите. А вы хотели... извините, Виктор Борисович, вопрос. Я слишком много говорю. Такое впечатление создается, что мы живем все в посткатастрофической культуре, и такая вот травма национальная над нами очень сильно давлеет. Но ведь многие народы проходили такие эпохи и такие потрясения. Вот есть такой народ, который особенно не заморачивается по поводу моральных там принципов каких-то. Численностью он 1 миллиард. Зовутся они китайцами. Очень много преступлений у них против человечности было совершено в 20 веке. Самые жуткие. На первом месте по количеству жертв Преступления, Китай. да, конечно. Вот, значит, они об этом не думают вообще. То есть они как бы перевернули страницу эту, вот, и ринулись в будущее. И строят свое будущее, и очень успешно строят. Так может быть взять пример нам с китайцев? Мы же не китайцы. Мы не китайцы, на самом деле. У нас... Значит, мы будем так себя мучить бесконечно. Подождите, слушайте, Бесконечно а себя вы будем взяли, мучить. что китайцы правы в этой ситуации, что их ждет как раз вот это светлое будущее? Так они Мы построили, знаем только они вот его сейчас вот построили этот уже. эпизод, вот они сейчас вот в этом состоянии. Но вы имеете в виду, что Виктор Борисович специально обостряет ситуацию, что он наш единомышленник для... Они себя накормили, они себя обули, они построили себе кров. Действительно, вот Прекрасно. какие аргументы против? Вот, у них будет через пару лет самая такая... Вы знаете, Ну, не я будет, думаю, конечно. что здесь Будет Америку они не экономика. опередят точно. Экономика будет уже. Они воруют Самая технологии. крупная экономика мира. Воровской принцип. мы все-таки люди или мы просто некие животные, которым достаточно поесть, поспать, справить свою нужду в комфортных условиях и все. В смысле, не мешает ли это нашему развитию, вот такая рефлексия, да? Да, конечно, она может парализовать. То есть парадоксальный Она вопрос. нас может парализовать. Может, мешает действительно. Да, вам известна книжка Александра Эткинга «Кривое горе. Память непогребенных». Мне нет. Знаете, я что хочу сказать. Вот весь исторический опыт России, мы в истории знали немало ситуаций, когда даже сама государственность России была под вопросом. Возьмите ту же первую смуту начала 17 века, да? Много других каких-то подобных ситуаций. Хотя опыт 20 века уникальный в этом смысле, по катастрофичности. Но мы всегда выходили из этих тяжких ситуаций, объединяясь вокруг наших фундаментальных ценностей, стержневых начал. Вот я считаю, что мы только на этом пути сможем выйти и из этой ситуации. Вот. И исправиться можно только признав вот эти ошибки, да, вот эти заблуждения и поставить... Почему германский народ все-таки провел вот эту очистительную работу по
нацификации. Вот для нас тоже необходим вот этот Нюрнбергский процесс, но не в том смысле, чтобы там кого-то привлечь к суду, а в том, чтобы сказать о том, что эта идеология, да, и вот этот режим, он нанес катастрофический удар по нашей национальной культуре, самосознанию, что мы должны окончательно отказаться от этого состояния. Мы лишний раз просто даем повод обвинять нас, сторонним державам, да, и пользоваться этим в качестве обвинения, если мы до сих пор вот с этим наследием живем, не отказываемся от него. То есть мы фактически солидаризируемся и признаем. Вот. То есть это мое личное мнение. Немцы были побеждены. А русский народ не был побежден. Но немецкая Слушайте, история еще не кончилась, между прочим. не кончилась. Она не кончилась. Там сейчас Мы-то- националистические партии все Да, больше Я вам скажу, что набирают. мы-то, вот есть такая замечательная книга, я не знаю, читали, нет, Иван Лукьянович Солоневич «Россия в концлагере». Да, да. То есть мы уже находились фактически в этом концлагере. Поэтому у нас был выбор между внешним и внутренним врагом, в этом смысле, если чуть позже, так сказать, рассматривать события. Мы уже в оккупации. Спасибо большое, Дмитрий Алексеевич. Особенно за последнюю фразу. Мощно. Виктор Борисович Махаев, пожалуйста, вы председатель Мордовского регионального отделения, член Совета Национального комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест ИКОМ, старший научный сотрудник Музея Эрзи, кандидат искусствоведения. Тема доклада «Памятники посттравматического наследия». Пожалуйста, Виктор Борисович. Сегодня я выступаю как член ИКОМОС, член президиума этой организации, которая при ЮНЕСКО существует уже 30 лет. Мы занимаемся объектами всемирного наследия человечества, и в России тоже такие объекты есть. В России их 18, по всему миру их больше 1000. Это объекты культурного наследия, исторического наследия, ну и памятники природы тоже. Вот, они обладают выдающимися ценностями, какими-то уникальными такими качествами. Вот, не просто какие-то оригинальные, но особо выдающиеся ценностью они обладают все эти объекты. Вот, и они отражают историю нашей страны, человечества в целом. Вот, ну, история-то у человечества разная, в том числе очень трагическая. Войны, в том числе самое страшное опустошительное, рабство, геноцид, репрессии, о которых мы сегодня говорим. И такая тоже история есть. Вот. И такая история тоже овеществляется в таких памятниках. Некоторые из них являются объектами культурного наследия, списка ЮНЕСКО. Правда, немного, но есть. Вот. Ну и вот сейчас мы стали говорить о таком посттравматическом наследии. Ну и действительно, в современной науке есть такая категория, и она одна из ключевых вообще-то становится в последние десятилетия, которая называется травмой. Травма. И очень большое направление междисциплинарных исследований проводится вот по этой категории. Trauma Studies. Вот. Очень много специалистов, психологов, социологов, историков, культурологов, вот даже я архитектор, и то стал заниматься этой темой, потому что она меня заинтересовала. Побывав в одном музее, я пришел к выводу, что это просто потрясение. Вот. Что такое травма? Вот сегодня мы о многом говорили, и это есть такая травма национальная. Это не просто какая-то массовая катастрофа, это вот такая вот вселенская катастрофа, которая оставляет в памяти народа глубочайший след, такой шрам, который невозможно ничем залечить. Вот он есть уже, и все, и он будет как бы ментальность определять на многие десятилетия, может быть, столетия дальше. Но вот мы все знаем, что было рабство, и вот у афроамериканцев такая травма, она уже не может быть изжита никогда. Так же, как у евреев Холокост, его же никак изжить нельзя, он уже будет навечно в ментальности этого народа, потому что это такой вот не просто массовый геноцид, это такой геноцид, который подвел народ к такой черте, пред которой он мог вообще исчезнуть. Вот, и последние, наверное, лет 40 эти события страшные, такие травматические, они музеифицируются.
и в ряде крупных музеев, известных музеев, ну, только крупных, всяких разных. Вот такая репрезентация травмы национальной представлена. Ну и советские репрессии тоже в поле внимания музейщиков и ряд музеев тоже это уже показывает. Ну и цель, конечно, этих музеев и мемориалов – это увековечить память людей, погибших в страшных ситуациях, разумеется, и преподать моральный урок ныне живущему поколению, назидание, чтобы такое не повторилось, такое чудовищное не повторилось уже. Хотя это трудно, конечно, сделать им. Но считается, что войны не будет, если живет поколение, которое воевало. Когда рождается другое поколение, оно хочет воевать. И тут ничего уже не сделаешь, никакие музеи не помогут. Ну, будем идеалистами. Будем, давайте идеалистами, будем считать, что эти музеи, конечно, многому помогут. Вот, ну началось, конечно, это, наверное, с 50-х годов. Мемориализация такого травматического наследия по свежим следам. Были концлагеря, Аушвиц и Дахау, музеифицированные. Ну, позже уже намного, на 25 лет, был Холокост музеифицирован, в Иерусалиме прекрасный музей, есть в Берлине, в Вашингтоне, в Лондоне и так далее. То есть не просто еврейский музей, а музей Холокоста. Довольно много уже этих. Вот это такое вот шоковое пространство, которое просто, куда погружаешься, ну это просто почти невозможно там быть. Вот. Но специально сделано с такими вот терапевтическими как бы задачами, чтобы погрузить человека вот в эту среду, чтобы он в состоянии шока осознал какие-то моральные истины, скажем так. Вот. Ну и музей ГУЛАГа тоже есть в нашей стране, на Самотеке в Москве, очень хороший музей. Вот. И множество мелких музеев открылось в самых разных местах, там, где были массовые захоронения, там, где были лагеря, там, где были какие-то производства, ну, вот в Кемеровской области, в Новосибирской области, на Урале и так далее. Довольно много таких мелких музеев, многие из них сделаны такими полусамодеятельными силами, но они тоже есть. Вот. Но наша организация КАМОС выступает за то, чтобы список этих объектов был расширен, и чтобы эти объекты имели какой-то более высокий статус. У этих объектов самый разный статус, и вообще есть без какого-то там культурно-исторического статуса объекты, хотя очень значимые. Ну, на сегодняшний день первым таким объектом со статусом у нас является Соловецкий комплекс, ансамбль монастыря. Вот, он в списке ЮНЕСКО, в списке всемирного наследия ЮНЕСКО фигурирует уже давно. И там просто расписано, за какие качества он получил вот эти уникальные как бы свойства исторического памятника. Ну и там, конечно, расписано, что это величайшая церковно-религиозная история православная, вот, что это архитектура уникальная, что это замечательный рукотворный уже ландшафт, который был сделан в течение нескольких веков. И это, в дополнение ко всему, история советской репрессивной машины, слона известного. Значит, без этого составляющей это объект не может быть расценен как объект всемирного наследия. Ну вот, а когда там бываешь, то вот как бы вот эти все интересные православные элементы, они представлены, ландшафты вот перед тобой, архитектура вот, и все. Вот. А история репрессивной машины, она как-то сжата и не показана в полную мощь, как-то заслуживает статус этого музея. Ну, допустим, там есть вот такое здание, не очень большое, там был барак. Вот сейчас там кафе сделано, оно обшито сайдингом. Смотрится так, в принципе, очень неплохо. Хотя нужно было раскрыть вот в этом объекте всю эту чудовищную суть этого места. Но это как бы не очень-то делается, без охоты, так скажем, без особого желания. Хотя объект записан в списке ЮНЕСКО именно как вот такой многокомпонентный.
именно с этой составляющей. Вот. Ну, в принципе, по Соловецкому ансамблю не так сложно привести все это в порядок, но есть довольно много других мест в России, которые связаны с темой репрессий, где гораздо больше проблем. Ну вот мы сейчас подаем канал «Москва-Волга» на статус памятника федерального значения, чтобы через какое-то время подать этот объект на статус всемирного наследия. Дело в том, что этот канал, где прекрасная история, прекрасный ландшафт, прекрасная архитектура и история ГУЛАГа тоже, вот, он не является памятником вообще. Ни местного значения, ни регионального, ни федерального тем более. А почему? Потому что это объект транспортный, а к транспортному объекту проявляются особые требования, инженерные, эвакуационные, ну и так далее, которые как бы никак не соответствуют вот принципам музейности, так скажем. Поэтому это не памятник, не так как московское метро. Казалось бы, такое сооружение великолепное по архитектуре, по убранству и так далее. Памятником не является московское метро. Никакого уровня, даже самого низкого. Именно по этой причине. Так вот, значит, мы сейчас выдвигаем канал Москва-Волга, это 128 километров, 12 шлюзов с архитектурой замечательной и вот с такой вот историей, связанной с ГУЛАГом, на памятник, на объект культурного наследия федерального уровня, с последующей вот доработкой этого документа, чтобы составить номинационное досье и выдвинуть этот объект в список ЮНЕСКО. Кроме того, наша организация предлагает и другие, уже такие организованные места, связанные с ГУЛАГом, подать в список ЮНЕСКО через какое-то время. Это места массовых расстрелов и захоронений. Бутово, Коммунарка, это Подмосковье. Там уже сложились такие вот, самодеятельные мемориалы. Они самодеятельно сделаны. Это кладбище. Все как-то смотрится, конечно, сделано непрофессиональной рукой. Вот, но они уже живые. Они посещаются родственниками. Есть большая библиотека документов, посвященная этим объектам. Вот, и очень большой интерес общественности вот к этим местам. Вот. И множество других мест на Северном Урале, в Сибири и так далее. Вообще в России 35 мест уже как-то вот таким образом функционирует. То есть какая-то надежда есть на то, что в течение 5-10 лет, может быть, они превратятся в какие-то интересные, хорошо сделанные мемориалы, которые можно будет часть из них выдвинуть по номинации всемирного наследия. Дело в том, что во всемирном списке несколько объектов, связанных с темой такой травматической, они есть. Допустим, в Африке, в Австралии и Бразилии лагеря, где содержались в XVIII веке, начало XIX века чернокожие рабы, они превращены в музеи, которые активно посещаются, они изучаются историками, эти места. Вот, и в назидание современному жителю и потомкам они превращены в такие вот музеи. Вот, то есть какой-то опыт у историков, у музейщиков уже есть. И вот нам в нашей стране нужно тоже довести вот эти вот объекты до такого мемориала, до музеификации. Вот. И объект, который уже упоминался сегодня, Дубрав-Лак, раз он один из крупнейших в европейской части России, раз вот такие люди известные были, видимо, там какой-то музей ведомственный существует уже. Вот, скорее всего. Да, какой-то ведомственный музей, видимо, там есть. Начальство заставило, открыли. Да, есть. Разумеется, это такое должно быть. Но, тем не менее, если копнуть глубже вот эту историю, и именно вот заняться вот этим объектом, историческим, крупным, не может ли он попасть у нас в список ЮНЕСКО от нашей республики? А почему бы нет? Раз такая система разветвленная работала,
и приносила такие жуткие плоды. Вот этот объект может быть вполне. Но нужно, конечно, знать хорошо историю. Нет, тут ничего смешного нет. Нет, я просто Тут думаю, никакого как скепсиса. это представить в виде музея, действующего. Сначала его освободить? Нет, зачем? Раз эта система функционирует, конечно, нет. На этой громадной территории сколько Открыть там... двери? Пусть... Нет. Можно всегда вычленить какой-то сектор, где может быть организован музей, где должны быть старые постройки, конечно, 30-х годов, разумеется, какое-то оборудование, вагоны, там, автомобили и так далее, предметный какой-то ряд, одежда и все такое. Деньги тратятся на это. Вот это, в принципе, может быть. Как вот в мире такая практика, как Борис сейчас рассказывает, чтобы человек пришел туда и испытал то, что вот испытывали. Вот, а такая практика погружения зрителя в такую среду, она уже опробирована очень давно. Опробирована. Она опробирована очень давно. И есть известные такие закрытые тюрьмы, такие очень крупные, с таким сколоритным как бы антуражем, куда приезжает турист, платит там какую-то сумму и живет там несколько дней. Да. Так что вот такой метод погружения, он есть. В принципе, ничего нового тут открывать не нужно. Да, музей ГУЛАГа, конечно, организовать, это реально. Нет, дело в том, что эта система накрывала всю страну вот таким вот жестким чугунным намордником. Вот, это не только в Москве должен быть такой музей. Прекрасный, кстати говоря, замечательно сделанный. Но чуть не в каждом регионе такой музей должен быть. Не обязательно громадный. Кстати говоря, мы говорим, сейчас вот перечисляли какие-то мероприятия, которые могут быть сделаны практически. Никакой гигантомании, в принципе, и не нужно. Какие-то, может быть, небольшие знаки вот такой страшной истории, они могут быть оставлены в городской среде современной, как напоминание. Значит, вот говорили про московский опыт, называется он «Последний адрес». Это вот такие пластины, были установлены вот даже меньше, чем вот этот формат. Такая пластина с дыркой, имя, фамилия и адрес. Такой знак устанавливался на фасаде дома, где был арестован какой-то человек. Вот, и такие были, вот, по несколько сот в Москве установлены. Все это не так дорого. Надо всю страну будет залепить этими знаками. Да нет. По какой системе это было сделано, не знаю. Может быть, действительно родственники платили и устанавливали. Все от родственников зависит. Таких очень мало осталось. Разрешение надо от местных властей. Нет, ну разумеется, разрешение надо. Это Ну, понятно. могут быть еще меньше. Вот, скажем, в Берлине. В Берлине вот такого размера. Вот буквально вот такого размера в Берлине пластины латунные. Они монтируются прямо в мостовую у крыльца дома, откуда был взят какой-то человек. Там просто фамилия, имя, отчество и дата ареста. И все. Тоже И сразу хорошо ясно. ходить ногами. Вот, и сделано все замечательно. Нет, я А у нас на дворе достаточно. Вот, конечно, надо отметить места, где были люди арестованы, где были люди схвачены, где были люди расстреляны, где были люди захоронены в массовом порядке, конечно. Как это сделать, это вопрос технический, но в принципе об этом должны специалисты подумать. Доски или доска, где размещался НКВД. Которые уничтожили сейчас. Почему бы не отметить это зловещее место тоже? Снесли наши НКВД. Да, действительно, такая проблема в нашем городе, что зданий-то уже нету. Вот. Но места остались. Конечно. Места остались. И смотрится, конечно, среда уже совершенно по-другому. Это не тот город Саранск прошлого, а это такой современный, такой, зачастую гламурный, такой очень приятный, комфортный. Но в этой среде это будет очень остро смотреться, я думаю. Конечно, встает вопрос о том, как люди будут относиться к этим знакам. Может быть, никак не будут относиться. Так, как сейчас относятся к названиям улиц, советская, большевистская, коммунистическая, памятникам Ленину и так далее. Не замечают вообще их, потому что считают, что это такой шум, как бы, визуальный. Скорее всего, так.
будут относиться и вот к этим знакам. Но мы же должны объяснять, тут половина сидит людей, которые работают в университете. Мы же общаемся с молодежью, мы занятия ведем. Мы ведем занятия с молодежью, мы читаем лекции, семинары проводим и так далее, какие-то работы. Вот. Напрасно вы говорите, что как бы это все впустую, наш семинар тоже впустую. Ничего подобного, не впустую, потому что мы сейчас вот как бы обговорим какие-то мысли, а завтра Скажи про университет. Нет, ну, профессора это... какую-то резолюцию с практическими Конечно. рекомендациями. Можно небольшую реплику по поводу университета? Моя подруга, однокурсница, всю жизнь проработала в нашем университете, в библиотеке, 52 года стаж. Не литература, никто. Пришла молодая сотрудница, которая закончила факультет библиотечный родного моего университета, в библиотеку работать. И что-то вот так в беседе разговорились, что-то Огарев, а кто это? Да, это... И ее спросили, а ты знаешь что? Она говорит, нет. Да как же ты закончил университет имени Огарева, и ты не знаешь, кто такой Николай Платонович Огарев? Она говорит, а я учила только то, что мне надо. Это было вот 1,5 года назад, мне Лида рассказала. Лида Крюкова, знаете, она работает в библиотеке. Того, И она говорит, это что такое? Никакого отношения. На библиотечник с красным дипломом закончил университет. Это безобразие, конечно. И не знает, кто такой Огарев. А может быть специально, так сказать. Ну как это специально? Они просто все пошли. Виктор Борисович, а какие еще места в Мордовии могут претендовать, вправе претендовать на то, чтобы их вот как бы признали объектом наследия и так далее? Вот, допустим, место захоронения около 700. Чуваровский, по-моему, монастырь, да? Эти места как в мире вообще увековечиваются, места захоронения? Это может быть одно место конкретное, но это может быть и несколько мест, объединенных в какую-то систему. И они могут быть удалены друг от друга. Но это тоже такая будет номинация, как бы групповая. И такое тоже может быть. Допустим, эксгумировать, когда на людей перезахоронить почтами на одном поле и одно... Нет, не обязательно. Это может быть как бы разбросанные по республике места, захоронения и так далее. Скажите, пожалуйста, вот немножко отвлечемся от репрессий, все-таки очень тяжелая, болезненная тема. Ну, вот, а в Мордовии у нас еще есть какие-нибудь такие места, которые не связаны с репрессиями, но которые можно было бы представить как памятник федерального значения? Федерального? У нас много памятников федерального значения. Федерального значения. Да. Их много. Да. Исторические, архитектурные, самые разные памятники. Санаксарский монастырь с могилой Ушакова, память федерального значения. Макаровский погост, ансамбль, память федерального значения. Нет, их довольно много, их в нашем городе их довольно много. По республике А Чуфаровский? Чуфаровский монастырь? Чего? Он имеет значение? Нет, потому что там ничего не осталось почти. Еще не осталось? В смысле, как здание не имеет, да, не имеет Нет, ценности? поэтому, нет, Чуфаровский монастырь памятником не является, потому что там очень мало осталось построек. А в советское время и в постсоветское время такой статус назначали объектом, который как бы, Сохранили. ну конечно, крыши есть, стены, все такое. Вот, речь идет не памятник федерального значения, а о статусе гораздо выше, о международном статусе, международном. Ну, Это понятно. совершенно другая история. Давайте не будем пока замахиваться. Своим не сохранится. А вы правильно упомянули, что нашу встречу назвать не конференцией, а семинаром. Пусть будет семинар. Нет, да, почему? Инна Ивановна между собой должна назвать между собой. Виктор Борисович, можно вам- Я вам скажу, что это нормальная ситуация. Нормально. Это у нас обычно нагонят студентов, которые там на заднем Конечно, баллоне все. играют, Массовка. наплевать на это дело. А там вот конференция, это нормальная секция. Там 8-9 Все равно, мне человек. кажется, побольше надо. Пришли люди, которые действительно интересуются темой. Да, нормальное количество. Виктор Борисович, вот все я прочитала, вот, что вы представляете, и у меня к вам, можно сказать, Претензия. личная просьба. В моем родном городе Ардатове, на моей любимой улице Набережной, которая сейчас, к сожалению, переименована в имя улицы Дючкова, это какой-то революционер, который даже не из Ардатова. И я вот
извините, вот у меня травма, я не могу называть эту улицу. Главная улица, там райком партии находился. Для меня это набережная. Там сейчас восстанавливают храм. Уже восстановили, вернее, в котором много лет был промкомбинат. А напротив военкомат. Старинное деревянное здание. И вот вы же прекрасно видите, что резьба у нас деревянная, вот, она же умирает, ее уничтожают. В городе Саранске, даже вот около Краеведческого музея, какой был дом красивый, резной, нету. Вот прям содействует, чтобы этот домик не ломали, чтобы там был все время военкомат. Еще один дом в городе Саранске. Я знаю этот дом, я знаю. Военкомат. В Ардатове. Ну, хоть бы сохранили. Музей там рядом, кстати. Нет, нет, там военкомат так и, боюсь, сломают, сожгут или какой-нибудь этим пластиком залепят. И у нас угол Советской, Крупской, дом Башкатовых. Вы представляете этот дом? С башенкой. С такой своеобразной, с карниз какой-то. Я написал об истории, поэтому я представляю это лучше, Вот. чем все. Дело в том, что вот моя мама училась с Викторией Башкатовым. Я знала Виту Башкатову. Я нашла случайно могилу вот это, бабушки и дедушки Башкатовой, Витки. Он был врач-дантист. То есть это такая вообще, ну, такой дом необыкновенный, он сохранился. Его сейчас вот к чемпионату мира по футболу покрасили, пока он стоит, но, боюсь, сломают. Сохраните, пожалуйста. И еще вот на Макшанской, это вот бывший рабфак, красное кирпичное потрясающее здание. Вы, может, тоже его уже знаете. Ну, в общем, Тоже это у меня статью к вам личная просьба, как от жительницы города Саранска. Не дайте уничтожить, не дайте Виктор сломать. Борисович разорваться не может, он тоже это... Потому что я это знаю, как никто другой в городе. Ну, конечно, вы что знаете, вот я и прошу. Тоже странный, потому что я ничего не могу сделать. Как ничего не можете? Вы же, И Иван вам скажет, молодежь ну как же вы пригласите, ничего не можете сделать? тысячи людей. Вы же должны, ну, бороться за сохранение А памяти. какие у него ресурсы, Инна Ивановна? Вот какие у него Ну как ресурсы? какие? Ну он же Вот не интеллектуал, просто, пишет статьи, он даже не журналист просто, он же, смотрите, тут же все написано. а он в статьях высказывает свои. Председатель Мордовского регионального. Вместе с Левковым, во главе с Левковым, целая группа выходила, под бульдозер чуть не лезли. А ничего, наплевали. Да, что я хочу в ответ сказать. Ну, обидно. Идите Тогда под для чего бульдозер. это общество, если не можете сохранить Вот старинное может общество здание? потому, что мы мало занимаемся в том числе увековечением и восстановлением исторической памяти, Желательно. просвещением, как Дмитрий Алексеевич. Организация называется. Говорите, Виктор Борисович, не молчите. Мы ждем. Так, мы говорили о травматическом наследии. Так вот, та среда, в которой мы живем, это такая трагедия градостроительная. Потому что то, что мы имеем, это развалины старых городов. Ну, Саранск он обновлен полностью, поэтому Вообще, уже старый. ничего исторического почти в нем нет. А вот такие города, как Ардатов, Краснослободск, Темников, это города-инвалиды. Ну, представьте, что у человека нет зубов половины, одна рука, одна нога, и волос тоже нету. И глаза одного нет, и уха одного нет. Представляете такого инвалида? А вот представь, что таких вот будет людей у нас все население города. Каково? Жуть, да? А мы не замечаем, что город Ардатов это инвалид. Это вот такой инвалид, которого уже нельзя спасти. Ну что, протезы ему вставить, что ли? Нет, надо стараться. Что сделать? Пусть на протезах кто стоит. Виктор Борисович, а вот вы как... Реально проще снести все и построить новый город. Вот реально. Реальнее. А Это реальнее. что же мы тогда сохранение, о наследии? Что Да. же мы будем наследовать, мы все сломаем. И построим новые красивые. Так, дальше отвечаю. В нашей стране общественность почти никакой роли не играет.
У нас играет роль власть разных уровней, от городской и выше. Она принимает решения. Она находит деньги на то, чтобы построить там или снести что-то. С нее и весь спрос. А общественная организация в этом процессе никакой роли почти не играет, почти никакой роли. А вы знаете, я думаю, Я ответил на ваш вопрос. Вы ответили, но я с вами, знаете, в чем не согласна? Если вот какое-то общество, общественная организация, она не может добиться, доказать, это говорит или о ее некомпетентности, или о трусости элементарной, не хотят, как говорится, лезть на рожон и спорить, доказывать. А если такая вот организация действительно способна добиться, не дать уничтожить то, что нужно сохранить для потомков, я думаю, что и руководящие органы в конце концов поймут и поддержат. Просто нужно настойчиво добиваться этого. Нужны сотни граждански ответственных людей, а у нас их нет. Очень наивное мнение у вас. Да у меня не наивное, у меня нормальное мнение. Это очень наивно. Нет, не наивно. Не ссорьтесь, Виктор Я Борисович. к себе Вот сужу. защищу Даже Иванну я добиваюсь. и Дмитрий Алексеевич. Вот вы задавали провокационный вопрос, я вам тоже задам. Если обществу не нужны эти памятники, эти ценности культуры, если оно не хочет выделять нисколько денег на это, зачем вы вот нас призываете, зачем нужны обществу вот эти памятники, эти культурные места? Общество вам